Добрый день. Выборы в Абхазии завершились победой пророссийского кандидата Гунбы. И все бы было бы хорошо, это же был второй тур, в принципе, все уже знали, что к чему идет. Но там же был и второй кандидат, да, Ардинба. И этот Ардинба, он был протурецкий. Вот когда мне рассказывают про Эрдогана, что он никуда не лезет, там на российскую территорию, никаких интересов у него нет, но оказывается есть. И эти интересы, они укладываются, вы знаете, в плоскость криминальных. Потому что как только вот стало очевидным, по данным экзит-полов, стало очевидным, что выигрывает прокремлевский кандидат, сразу же начались различные провокации. Там начались нападения на избирательные участки. Я не знаю, что они хотели. Может, они хотели туда забросить побольше еще каких-то бюллетеней подписанных или что-то еще. Они, значит, начались нападения, криминальные такие разборки начались. Причем участвовали в этом почему-то люди, которые так или иначе аффилированы с Ардинбой. Это либо члены его семьи, либо его близкие люди, да. И они, кстати, не самые последние. Там владелец морпорта, да, которые есть, богатые люди, криминальные авторитеты, оружие применялось, да. Ардинба, конечно, выступил и сообщил, потому что там же они дошли до того, что они начали атаковать полицейских. Да, полицейские попытались их остановить, они протаранили машину полицейских, открыли по ним огонь. Но вот все, как у нас было в 90-х. Помните, да? И тогда же тоже наши полицейские боролись с таким беспределом. Полицейские тоже, в свою очередь, открыли огонь на поражение, и несколько человек было ранено. Машина была остановлена, да, несколько человек было ранено. И как удивительно, что среди этих раненых оказались опять родственники Ардинбы. Их, конечно, госпитализировали, там полиция занимается, заведено уголовное дело, но проблема в том, что среди тех, кто нападал, среди тех, кто занимался всей этой фигней, есть и граждане Российской Федерации. И не важно, что они находятся на территории Абхазии. Вот Следственный комитет сейчас проводит проверку и собирается тоже вообще возбуждены уголовные дела по факту терроризма. Потому что то, что было там сразу вечером и ночью после второго тура голосования, иначе назвать нельзя. И люди, которые участвовали в этом, они вот участвовали в этих вот актах, да. Ардинба, он, конечно, выступил сразу же, он быстренько попытался отмыть свои пятки, он выступил и сказал, что это не он, и вообще он к этому не имеет никакого отношения, да, но настолько никакого отношения он не имеет, что вот в момент подсчета голосов он почему-то пошел к своему родственнику в больницу, которого вот подстрелили полицейские, да, вместо того, чтобы присутствовать на этом подсчете голосов. Ему уже было вообще не важно, да, но он пошел туда. Естественно, да, он заявляет о том, что он тут ни при чем, и я не я, и хата не моя. Я могу поздравить абхазов. У вас был вариант выбрать себе вторые 90-е российские. Но вы этого не сделали, вы молодцы. Вы пошли по другому пути, вы выбрали какую-то стабильность, да, вы выбрали, чтобы вам платили пенсии, чтобы у вас хоть как-то развивалась ваша территория и ваша страна. Потому что если бы победила Ардинба вместе с этим турецким султаном, то вы можете себе представить, что бы у вас там происходило. То есть в какой-то момент все-таки абхазы, они одумались, и вот результаты голосования, они говорят сами за себя. Я думаю, что Ардинба сейчас очень быстренько свалит в Турцию, где бесконечно куда валят вот эти все товарищи, готовящие всевозможные гадости на территории Российской Федерации, которых выпестывают, выкармливают на территории Турции, а потом оттуда будет пытаться каким-то образом руководить оставшимися своими соратниками, потому что он тоже получил ни много ни мало, 42%.
42% это большое количество процентов. То есть там не 2, не 3 человека за него проголосовали. Там есть люди, которые его поддерживают. Он на них будет опираться. И теперь только от абхазов зависит, насколько спокойно они будут жить. Согласны ли они вот окунуться в этот беспредел и криминал полностью и стать вообще ничем и никем, пылью? Или же они все-таки готовы расстаться с этими людьми и посадить их, как они этого заслуживают, и пересмотреть свои взгляды? Но пока я вас поздравляю. Поздравляю с правильным выбором. И призываю вас быть внимательными и осторожными к соратникам Ардзинбы, которые остались и которые находятся рядом с вами.